находимся в Туркменской национальной консерватории, где сегодня вспоминают человека, который 100 лет назад впервые записал подлинное туркменское звучание музыки – Александра Успенского. К столетию его экспедиции здесь открывается презентация с редкими архивными фотографиями и материалами, многие из которых показывают впервые. Профессора и студенты рассказывают о маршрутах ученого по вилаятам страны, от Балкана до Дашогуза. А главное, здесь можно услышать ту самую музыку, которую Успенский собирал в своих поездках. Сто лет назад Виктор Успенский отправился в путешествие, которое полностью изменило историю туркменской национальной музыки. Сегодня его путь проходит снова. Прошел век, но музыка, которую собирал Успенский, по-прежнему звучит живо. И сегодня она не просто часть истории, а важный голос национальной культуры. Голос, который услышали снова. В память о подвиге Успенского в мире туркменской народной музыки в 1973 году режиссер Алтык Арлиев снял фильм «Тайны Мукама». Сюжет берет начало в 20-х годах прошлого века, когда исследователь Виктор Успенский в одной из сельских глубинок познакомился со старым музыкантом и певцом Дидаром, который рассказал приезжему ученому очень впечатляющую историю о своей матери Каркаре, первой туркменской женщине Бахши. Вопреки запретам отца, она тайно училась музыке у своего возлюбленного Даврана. Но их счастью помешал хан. Отвергнутый красавицей, он в ярости приказал убить ее учителя и любимого. Пережив трагедию, Каркара сохранила музыку мужа и спустя годы вернулась в родной аул уже признанным мастером. В решающем музыкальном состязании она победила ханского фаворита, навсегда доказав право женщины виртуозно играть на дутаре. Фильм вошел в золотой фонд туркменского кино во многом благодаря музыке великого Нуры Холмамедова. Именно эта музыка и пример главной героини вдохновили множество девушек взять в руки дутар.